Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В Якутске состоялась международная научно-практическая конференция «Пресса на национальных языках в глобальном медиапространстве», одним из организаторов которой выступает Северо-Восточный федеральный университет. Мероприятие охватило свыше 100 участников из числа научных работников России и зарубежных стран. О состоянии журналистики на национальных языках, о проблемах, которые волнуют сегодня языковедов, представителей прессы и образования, мы поговорим с председателем программного комитета конференции и заведующим кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета Олегом Сидоровым. Олег Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Как бы вы в целом охарактеризовали сегодня ситуацию с журналистикой на национальных языках и в связи с чем возникла все же необходимость провести конференцию на эту тему? Да, здесь дело не только в проблемах, которые возникают, да, а в связи с цифровизацией, с новыми технологиями. И такие конференции нужны периодически, даже если нету там больших проблем, скажем так, в функционировании прессы на национальных языках. Но мы сегодня видим совершенно другую картину. Да? Вот у нас мир изменился, мы совершенно живем такой переходный этап от постиндустриального к цифровому. Да? И здесь, конечно, именно национальные языки оказываются, вот как отмечают многие исследователи, под угрозой, да, исчезновения, вымывания из этой сферы. Да? То есть здесь, конечно, есть проблемы, но если посмотреть на нашу якутскую прессу на якутском языке, здесь у нас ситуация более-менее нормальная. Я бы так сказал, по сравнению с другими языками народов Российской Федерации. И меня очень беспокоит, например, пресса на языках малочисленных народов Севера. Здесь есть проблемы. И как быть в этой ситуации, и что предпринять, как сохранить нам районные улусные газеты. Это тоже очень важная задача, потому что районные улусные газеты, они выполняют социокультурные функции. То есть это не просто информация, доведение, так сказать, информации до населения, но в том числе это и общение, коммуникация, и масса, так сказать, сопутствующих, так сказать, функций, которые выполняют районные улусные газеты. Ну, смотрите, а у нас одним из организаторов конференции выступил Северо-Восточный федеральный университет. И там, на филологическом факультете, готовят журналистов, которые впоследствии работают как раз-таки в республиканской прессе. Как вы оцениваете уровень подготовки местных студентов и хватает ли этого самого уровня для того, чтобы затем выполнять вышеназванную миссию? Вопрос, мне кажется, да, очень важный. Здесь мы должны сотрудничать. Подготовка кадров – это не только университет, конечно, да. Мы должны получить школьников после средней школы подготовленных, да, то есть владеющих и очень на хорошем уровне языками, русским, якутским. Это очень важно для того, чтобы студент осваивал новые дисциплины, которых не было в школе. Да? И, конечно же, очень важна практическая работа, да? Практика. Поэтому у нас студенты после первого, второго, третьего проходят практические занятия именно непосредственно в средствах массовой информации. Вот здесь они набирают опыт, они видят, как идет построена работа. То есть вот здесь нам очень важно не просто на такой теоретической основе, да, вести эти занятия, а именно, чтобы она была практика направленной. Вот здесь мы как раз очень совместно работаем уже давно, как создание отделения и кафедры журналистики с нашей прессой, и это и продолжается. В этом я вижу залог успеха будущих журналистов, да, которых готовит университет, и которые, в общем-то, я очень надеюсь, они станут известными журналистами, людьми, которые развивают прессу, журналистику, да, в новых условиях. Вот, как я уже говорил, они должны владеть и конвергентной журналистикой, мультимедийной. Так что, с одной стороны, это очень много зависит от мотивации, да, когда человек хочет добиться. И журналистика – это публичная фактически профессия, также ведь, да? Каждое произведение журналиста,
пусть он и значит, печатный, или телерадио, или в интернет, он оказывается как бы вот на виду, да, своей аудитории, и аудитория реагирует на его произведение и иногда переносит и на личность. И поэтому очень важно, чтобы человек был подготовлен всесторонне, и нравственно, и с моральной точки зрения, и, конечно, обширный круг знаний, да, начиная от социологии, философии и заканчивая историей, экономикой. Ну, в общем, мы стремимся к этому во всяком случае. Помимо широкого круга знаний, вернемся к нашим малочисленным народам Севера и проблеме сохранения языков. Какая сейчас роль отводится средствам массовой информации в этом плане? Да, вот тоже, мне кажется, это важная часть всего нашего общества, якутского общества, я имею в виду, да, потому что сохранение, ну, во всяком случае, движение к тому, чтобы языки малочисленных народов Севера функционировали, да, и к этому приобщались молодое поколение, это очень важно. Поэтому уже вот 4-й, 5-й год у нас на факультете работает факультатив, который ведет главный редактор издательства «Илкен», вот, и Валентин Христофоров. И вот туда приходят студенты не только вот нашего факультета, да, но и из других факультетов. И особенно вот с кафедры северной филологии. Да. Поэтому здесь нужны какие-то новые усилия в плане того, чтобы проводились именно вот эта работа не только на уровне университета, но и частные школы, значит, воскресные школы работали. И такой опыт есть на самом деле. Вот, поэтому я думаю, что издательство «Илкен», вот то, что они сейчас выпустили портал в сети интернет, и это, знаете, вот мы 2 раза, вот благодаря, так сказать, и поддержке наших коллег, проводили конференции, семинары с участием зарубежных исследователей вот, из Японии, например, которые занимаются проблемами прессы на языках айну. И вот они сказали, да, у вас, в общем-то, такая замечательная работа идет, этот портал, и насколько он важен для того, чтобы молодежь интересовалась, да. И еще вот как бы немножко отступая, в целом вот наши ребята, которые на якутском языке, да, им очень, мне кажется, вот изменилось отношение к прессе на якутском языке, когда у них появился, вот у нас появился сайт Улус Медиа, который адаптирован к смартфонам, да, формат. И им, значит, молодым удобно вот читать в смартфоне, да, вот в таком формате. И Улус Медиа в этом плане сделал очень большой шаг. И еще обязательно надо отметить Эдерсас. Я просто восхищен вот работой, да, вот наших коллег, практиков, да, вот из Сахапечати, и то, что они делают, мне кажется, это очень перспективно. И я когда спрашиваю студентов, что они читают, они, естественно, читают российские, там даже некоторые наши читают и глобальные, мировые СМИ, но они всегда в том числе начали отмечать и Улус Медиа, и Эдерсас. Это, мне кажется, очень похвально. И также я очень надеюсь, что в какое-то время и Илкен таким образом будет привлекать молодежь. Хотя здесь есть совершенно немножко другая проблема, конечно. Да? Вот владение в школьном возрасте языками эвенским, эвентийским, юкагирским, чукотским, да. Ну вот я, например, вот вчера был на очень таком интересном мероприятии, да, вот, посвященном Ассоциации малочисленных народов Севера, и там, значит, была очень интересная фотовыставка организована, и, значит, концерты они исполняли на своем языке, и там были и молодежь, не так много, но молодежь была, да, то есть в этом смысле, конечно, работа огромная проводится в республике. Олег Гаврилович, помимо японских коллег, на конференции журналисты каких государств еще принимали участие? Это вот японцы у нас участвовали на других семинарах, которые уже прошли. А на этой конференции, которая только что недавно закончилась, да,
буквально вот, день назад. Значит, участвовали очень, ну, скажем так, представительная делегация, это Казахстан и Узбекистан. Также участвовали представители из Великобритании, из Республики Беларусь, из Соединенных Штатов Америки, из Канады. То есть те, кто непосредственно вот изучает именно эту проблематику прессы на национальных языках. Конечно, была очень хорошо представлены национальные регионы нашей Российской Федерации. И в этом, конечно, я очень благодарен, то, что нас поддерживает факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, Национальная ассоциация исследователей масс-медиа, вот благодаря в том числе их усилиям. Да. И еще здесь надо отметить и наших коллег Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов, которые привлекли к участию в конференции академическую науку, представители академической науки. Да. В университетах это все-таки научно больше там, практически образовательная, да, вот, сторона. И очень хорошо, что участвовал Евгений Иванович Кузьмин, он представлял и ЮНЕСКО, поэтому у нас был очень широкий спектр вопросов, да, от глобальных, вообще, как функционируют национальные языки в интернет-пространстве, и непосредственно национальная пресса, пресса на языках, да, народов, и исследовательские аспекты, да, конкретные. Потом участники, представители вот, районных улусных газет, они рассказывали, как вот, непосредственно в одной газете вот происходят эти перемены, как они, оказавшись вот с этой ситуацией, действуют, принимают новые как бы, подходы, решения. Скажите, а какие рекомендации все же прозвучали по итогам конференции? Наверняка что-то было принято? Да, конечно, рекомендация – это как бы обязательная часть такой научно-практической именно конференции. И здесь же, значит, из, так сказать, многих пунктов состоит резолюция, там, значит, обращается внимание и научного сообщества, образовательного, на глобальные вот моменты, о которых я говорил. Из таких конкретных я бы назвал, например, издательство Кескил предложило вот, работу со школьниками, да? Это тоже вошло в рекомендации. Сахапечать и другие наши коллеги Сахамедиа предложили курсы повышения квалификации работающих журналистов. Вот более, так сказать, четко, продуктивно, что ли, использовать те ресурсы, которые есть в университетах. Вот эта система бакалавриата, магистратуры. То есть работающие журналисты могут поступить к нам в магистратуру и в другие вузы магистратуры, так сказать, вот как бы подковаться теоретически, да, это тоже важно для журналиста. И там были конкретные вопросы, например, касательно вот нашей кафедры. Я очень надеюсь, что Сахамедиа нас поддержит, и это предложение Саргланы Макаровны Баишевой, исследователя из института, о легендах якутской журналистики. Благодарю вас, Олег Гаврилович, за интересную беседу. Спасибо, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам и успехов. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о состоянии журналистики на национальных языках. Берегите себя. До встречи.